Ну и снова здравствуйте! Число у нас сегодня 15 апреля. Это значит, у нас идет 5-й день нашей жизни в тайге. И поверьте, проблемы только начинаются. Потому что в данный момент я полностью отрезан от большой земли. Речки растеклись, ни печора прогнила, не пройти, не объехать, не проехать. Вы уже посмотрели завершение зимней рыбалки. Ураган, зверюга редкостная, проходит такие дебри. Вот, кто не посмотрел, обязательно посмотрите ролик вот этот, как он рвет и мечет. В общем, съездили сегодня на озеро, порыбачили, закрыли сезон. Почему я не снимал вчерашний вечер? Потому что вчера приехали хозяева избы, отец с сыном. Как бы не до съемок было. Тоже порыбачили сегодня, вот съездили на озеро. Порыбачили с ними тоже вместе. Сейчас они пошли пешком домой. Ну а я остался, потому что пешком-то я смогу пройти, а на технике никуда я не могу. И самая главная проблема, мне сейчас надо быстренько отобедать, быстренько успеть переехать озеро, потому что озеро уже напополам вот так лопнуло, вода прет, вода идет по верху. В общем, еще чуть-чуть и я останусь здесь точно. Это будет точно необитаемый остров, посреди, даже до лугов выбраться не смогу, потому надо спешить. Мы быстренько сейчас обедаем, все собираем, все свои манатки, прощаемся с избой, говорим избушечке до свидания и будем жить, друзья, в палатке. Вот это начинается реально тест на выживаемость. Продукты-то ладно, продукты у меня на неделю где-то хватит. Хлеб заканчивается, это да, и рыбацкий напиток. У меня вот осталась последняя стопка. И там где-то еще отвозил в рюкзаках, еще вроде бутылочка есть одна. В общем, рыба есть. Рыбой наловил. Он малосолочку сделал опять. Свежепросольный сижок. Все есть. С вами делимся по-братски. Вот одна последняя стопка. Вам половину и мне половину. О, поровну. Все поровну. Так, жарко стало. Все последнее. Подогрел остатки супа. Это раз. И. И вот, друзья, вот такая вот вкусняшка. Не знаю, видно, не видно. Вот так, наверное, видно. Рыбные котлеты и рисовая каша, подогретая на сливочном масле. Вот такой у меня сегодня будет обед. И малосолочка еще. Сижок. Ну, пока еще довольно-таки хорошо, скажем так, питаюсь. Хлеб, правда, он недельной давности, он уже черствый, но ничего, полезно. Черствый хлеб полезно. И остатки супа вот немножко, полтарелочки будут. Не доел в прошлый раз. Опа. Какая попа. Опа. Какая попа. Ну, сегодня я думал, если я на болоте не потону, не утоплю урагана, то все будет нормально. Но теперь еще надо успеть собраться и проехать озеро. Все готово. Потом сполосну. Или уже там все сполосну. Сейчас собираю. Все просто в картофельный мешок закидаю. Все, буду разбираться там. У меня вот еще жерлицы сохнут, пила, ледобуры. Кое-что я уже, конечно, отвез. Палатку я уже вчера вечером поставил. Электростанцию увез. Основное все увез уже. Осталось вот последнее собрать шмотки.
Не забыть жерлицы, ну ладно, надеюсь не забуду. Если что, напомните обязательно, чтобы жерлицы не забыл. Повербанки у меня все сели, все, вот последняя лента осталась. И немножко телефон подзарядил. Сегодня надо будет заводить по-любому электростанцию, зарядить ноутбук, зарядить повербанки. И там есть немного интернета. Попробую, если получится, даже сделать ролик, где Иван Григорьевич, первый выход с Иваном Григорьевичем, вторую часть наконец-то сделаю. Неделя назад вышла первая часть, сейчас будет вторая. Ну а что делать? Что делать, если нет интернета, друзья? Так и живем. Сейчас вот реально начинается, ну не то что там, как, слово-то не могу, это вы бушкрафт или как там. Никакой не бушкрафт, никакое не выживание, но, ну да, это, конечно, не в благоустроенной квартире, это, конечно, не, кое-какие трудности будут, но самое хреновое то, что прогнила печора и не будет возможности порыбачить. Еще озеро одно есть на примете, попробую, конечно, я завтра сходить туда, чтобы не просто сидеть, сложив руки. Что-то буду делать. А так буду наслаждаться природой, монтировать ролики, материала снятого. Во! Просто я не знаю, когда это буду делать. Вот сейчас я это и буду делать. Электростанция есть, заведу и буду. Во, поле береза стояла. Так, чай надо скипятить, термоса залить. Все, друзья, приятного аппетита. И вам, и нам. Это вам, это нам. Все только начинается. Покушаю, соберусь, обязательно засниму картину, что произошло за эти 5 дней, как я приехал и как я уезжаю. Это полностью все изменилось до неузнаваемости. Если озеро, ну, не буду ничего говорить про озеро, мне уже страшно. Ладно, все, кушаем. Нам так 16-18, 17 часов край, надо выезжать уже. Постараюсь успеть. Ну что, друзья, будем. И все-таки это здорово. О. Крепка, как сталь, как ураган. Володе понравилась техника, говорит, завтра же пойду куплю. У них есть короткий буран с лифановским двигателем. Все, говорит, хорошо. Но проходимость урагана впечатлила его. Человек призадумался о покупке этой техники. Чего-чего, он на буранах уже отъездил не год и не два. Всю жизнь на буранах. Малосолочка. Сейчас опять суп не даем. Достал рыбу. Вчера вечером пожарили рыбу 2 стегов. И налимчика, что попал небольшой. Такая вкусняшка получилась. А это порезал стега 2 стегов кусочками и на малосолку. Немножко без фанатизма присыпал солью. Ну, за день хорошо пропиталась и вообще вкусняшка обалденно.
Жаль, что Печора так быстро прогнила и не успел. Как следует половить на продольнике. Ну ничего, по открытой воде отыграемся. А вода уже очень скоро откроется. Не знаю, если получится, если на выходных приедут Серега с Аней. Придут или приедут, я не знаю. Снега-то нет. Мухтар по земле тоже не ездит. Ладно, немножко. Самое интересное, на машине не проехать, потому что огромные лужи под толстым слоем снега. Это в лесу, до лугов. И на буксе не проехать, потому что луга открыты, без снега. Вот такая вот дорога до сюда. Есть лесной участок дороги, где лежит снег и лужи, просто огроменные лужи с болот. Есть открытые участки луговые, на которых нет ни капли снега уже. Или пешком. Пешком можно пройти. Пока Печора не начала продвижки давать. Печора начнет продвижки, да, все затопит. Никита мне показал фотографию. Даже вот эта изба, вы, может, замечали, какой подъем я вот с озера поднимаюсь. Эта изба была в воде прошлый год. Затопила избу. Тут уровень, не знаю, метров 10, наверное, если не больше. Крутой спуск такой, все затопило. Ураганом повалило вчера 2 дерева сухостоя здесь. 3 дерева. Хорошо, что не на избу. Можно дрова напилить будет. Но я уже не буду, я уже не успеваю, все. Ладно, друзья, не будем отвлекаться. Кушаем, собираемся. В принципе, у меня все собрано уже. Укладываем, развешиваем одеяло, матрасы. Скоро весна, скоро хозяева сюда приедут на весновку. И надо все оставить в подобающем виде. Все, друзья. Увидимся. Нет. Я вам покажу, как я выезжаю с избы в палатку. Это мы увидим скоро. Ну а пока посмотрите рекламную паузу. Че, не трудно? Сходите, попейте, налейте чаю, попейте чайковского, покурите, кто курит, маханите, кто пьет. Пройдет реклама, и будем смотреть дальше мои приключения. А их, поверьте, будет очень много. Все еще впереди. Ну вот и все. Пришла пора прощаться с этой уютной избушечкой. Мы говорим избушке до свидания. Оставляем после себя только порядок, дрова и продукты. И больше ничего. Никакого мусора. Отдушину открыли. Вот там открыта отдушина. Матрасы, подушки, одеяло, все развешено. Чайник пустой, без воды. Спасибо, избушечка, за теплоту, за уют. Спасибо хозяевам. И до свидания. Ну а теперь давайте посмотрим. Оставим немножко дверь приоткрытой. Немножко только. А теперь давайте посмотрим, как изменилась природа за те 5 дней. Хотя бы 5 дней. Не говорим уже за 2 месяца. А за те 5 дней, как мы сюда приехали. Если кому интересно, посмотрите первую часть, когда мы заезжали. Как мы видим, на крыше почти не осталось снега. Все растаяло. Завтра уже этого снега не будет. Дорога полностью протаяла. Вон видна земля, бревна. Чуть-чуть снега. Завтра этого тоже не будет.
Вот столик появился, на котором мы раскладывали рыбу зимой. Вон, короче, наш сегодняшний улов составляет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 язей. 7 язей. Вот такой вот налим, где-то грамм 700, может быть, 600. И вот такой вот красавец, наконец-то, вот такой вот красавец, килограмма на 2, это точно, 2,5 может быть. Все-таки первый зачетный налим. Очень много. Фотографировали на память, подсчитывали дневной улов, общий улов. Все это было, все теперь это в прошлом. И понимаете, даже немножко грустно расставаться. Вон, как я вам обещал, покажу, что сделал ураганный ветер, который вчера и сегодня просто задувал. Вон, упало раз дерево сушина, 2 дерева и 3 дерева. 3 дерева. 2 дерева повисли, а 3 упало. С одной стороны, это хорошо, что не на избу, а упало прямо сюда. Это огромный запас сухих дров. Вон, просто кубометры сухих дров. Но если бы, допустим, ветер был в другую сторону и упало прямо на избу, как минимум проломило бы крышу. Вон что делает ураганный ветер с сушняком. И теперь вот это висит там на сосне. Сосна удержала. Вон, в принципе, вон еще завалено деревья. Как-то вот так. Находиться в лесу при таком ветре, в таком лесу, очень опасно. Дерево башка попадет, совсем мертвый будешь. Ну что еще сказать вам, друзья. Печально расставаться, но надо, потому что не сегодня, а завтра озеро растает. Сейчас мы посмотрим, когда будем выезжать. Это озеро, оно уже растаяло, оно уже напополам треснуло, потому что края держат. Вода прибывает, по центру трещина такая и очень много воды. Еще раз до свидания, изба, и до новых встреч. Скорее всего, мы сюда приедем только уже как-нибудь в зимний период. Летом мы здесь редко бываем, практически не бываем. Все, поехали. Дальше мы будем жить в палатке. А это весна, это проснулись медведи, это те же волки. Палатки — это не изба, комфорта будет меньше, но где наша не пропадала, справимся. Все есть. Один матрас с собой возьму, на котором мы в корыте катались. Бензин есть, правда, ездить уже некуда, если только на лодке. Снега нет, снегоход на прикол. Если была возможность переправить на тот берег, я бы, конечно, отогнал его в деревню, но такой возможности у меня нет. Поехали. Вон, чурка появилась. Ох! Ну, с Богом. Пока-пока. Теперь давайте посмотрим, что стало с нашим озером. А тут просто потоп. Лед поднялся, посередине треснул. И вон, насколько стало выше лед. Тут еще так воды. Вон.
везде вода, поднялся. Вон там, видишь, выпуклый. Вот он, лед посередине треснул. Вот она идет трещина. Потому что берега держат. А берега еще держат, и это все залило водой. Главное сейчас сюда не встрять никуда. Ну, потому что уже глубоко. Ёшкин кот. Встряли. Сухо. Вроде сухо. Главное, ноутбук, аппаратура сухо. Сегодня это корыто Володю возило, он как в лодке плавал по болоту. Выдержало оно и на этот раз. Но здесь ничего страшного. Здесь корыто дырявое, протекает. Он без фиксации, оно немножко забурилось, но справилось, выехало нормально. А здесь все сухо, все хорошо. Молодец, умница. Ну а тут, как мы видим, уже все растаяло. Где снег? Нету снега. Вот от всего снега что осталось. Вон лужи и трава, и больше ничего нет. Вот так стремительно наступила весна. Это учитывая то, что еще сегодня холодно, северный ветер и температура холодина. Будем ехать по траве. По болоту сегодня ездили. Вон немножко еще буранки осталось. Завтра ее не будет. Все, урагана на прикол. До свидания. Вспомнилась игра в ножички, когда в землю играли, вот так втыкаешь, отрезаешь, отрезаешь, отрезаешь. Так и у меня. Раньше была огромная земля, можно ездить было где хочешь. Сначала отрезала Печору, потом отрезала большую землю. Сначала большую землю, потом Печору, потом и избу отрезала. И у меня остается небольшой клочок земли, на котором я буду жить в палатке. Никуда не поездить, ничего. Это хорошо еще, что у меня есть лодка. В случае потопа всемирного, когда это все зальет водой, я на крайняк успею залезть в лодку. Как-то вот так. Скоро все, вот эта территория, все будет под водой. Половодьем заливает, вон какая высокая изба, и то заливает ее. Тут вот по кусту вот так вот, 10 метров выше, все под водой будет. Это будет огромная вода. Поехали. Поехали на наш клочок земли. Дальше по траве, по высокой-высокой траве. Раньше это были совхозные луга, сено косили, а теперь вон все зарастает. Осинник. Лет через 10 лугов уже не останется, все зарастет.
проехали по склону. Здесь хоть немножко еще снега есть. А вот это наша новая избушечка. Вчера поставил палатку, закрепил веревками все. Сегодня будет дождь. Собралась светлячка. Пропускает. Здесь водичка. Так. Ну, не избушка, конечно, но и не на улице. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Ветрищи. Погодка дрянь. А это вон сколько у меня тут барахла. Электростанция, рюкзаки, печка. Пол палатки у меня шматья. И вот еще вторая половина. Так что сейчас выгружаемся, все раскладываем, все доводим до ума, ставим печку и будем балдеть. На сегодня больше у нас делов никаких нет. Будем обустраивать свое жилище. Скучно одному, конечно, но я не один. Я с вами. Тем более здесь есть кое-какой интернет. Буду отвечать на ваши комментарии. Возможно, получится закинуть ролик сегодня, вторую часть. В общем, будем работать, совмещать полезное с приятным. Ну вот, друзья, как-то вот так мы устроились. Температура 2,9 внутри палатки, на улице 1,6. Затопили печку, хотя страшно было топить печку, потому что очень сильный ветер. Подул северяк. Сейчас попробую включить, если получится. Так, не знаю, как она будет освещать. Это последний powerbank, который Ой. В общем, вот, друзья, такая картина маслом. Ящики из-под печки — это вместо стола. Вон столько хлама. Вот резиновая лодка, теплый пол. Позже постелю рюкзаки. Электростанцию и пилу вынес на улицу. Вот у меня осталось место здесь, площадочка. Вон тут еще площадочка. В принципе, сейчас сюда постелю. Раскладушку ставить не буду. Вот у меня два коврика туристических.
постелю 2 коврика, теплый пол, спальный мешок. Я так думаю, будет нормально. В принципе, друзья, жить можно. Боюсь одно, сильный ветер. Палатку-то я закрепил, палатка никуда не денется. Все четко, все нормально. Я даже перетянул ее так, что дверь еле могу закрыть. У меня замок еле-еле закрывается. Я боюсь, как бы он не распоролся. Так-то замок крепкий, но молния в смысле. А вот труба из 5 секций. Боюсь, как бы она порывом ветра не улетела у меня куда-нибудь. Я ж потом не найду ее. Ураганные силы, ветер вообще. Порывы такие. Я уже показывал вам сегодня, уже деревья повалило. И северяк, северный ветер подул. Не зря я все-таки привез доски, не зря я все-таки мучился. Сначала на урагане вез, потом по опасному льду вручную перетаскивал, перекидывал. Опять же на урагане привез сюда. Все-таки эта тема. На сырой земле, и даже если и теплый пол, сырая земля есть сырая земля. А доски это доски. А раскладушку не поставил, потому что как бы много места занимает раскладушка. Да как-то если матрасы, ну, есть матрасы, есть туристические коврики, в принципе положу и нормально будет, не должно продуть, тем более спальники. Вывесил электронный градусник. О, на улице 1,6, а температура палатки уже 5,4. Так что скоро будет тепло. Так, ну что, нам что-то надо перекусить. Нет, сначала попить чайковского. У меня во рту все пересохло. Болит локоть. Ай, ёшкин кот. Ударился сегодня, что ли, куда-то, пока на этом урагане преодолевал болото. Видали, да? Я не знаю, как получилась съемка. Но это было что-то с чем-то. О, купеческий. Завариваю не в пакетиках, а крупнолистовой чай кидаю туда. 50% крупнолистового чая и 50% с бергамотом я люблю. Получается шикарненько, так вообще четко. Так, вот так бы не надо, конечно, ноутбук-то вместо стола использовать. Ну ладно уж. Здесь кое-какой интернет есть, какой-никакой. Нет, ноутбук. Есть ноутбук все-таки вот сюда вот. Ставим пока. Ой. Так что сегодня уже электростанцию заводить не буду. У меня полностью все сели павербанки. Завтра. Что-то мне кажется, завтра ударит мороз и будет снегов. Вообще жесткий северяк дует. Просто жесткий. Ладно, будет день, будет пища. Че гадать? Что будет, то будет. О, 7,3 уже внутри палатки. Скоро будем раздеваться. Горячий еще. Сейчас разденемся и поужинаем. Ужас, ужас, что творится на улице. Вот погода дрянь, да? Смотрите. Сначала была жара с ветром, с солнцем.
что весь снег и весь лед сожрало. Сделала невозможной рыбалку. И потом наступают холода. Когда уже на лед не выйти, наступили холода. По новой-то лед не замерзнет. Вот почему нельзя, чтобы ночью холодно, днем тепло, так, ну, постепенно, а не так, чтобы плюс 15, плюс 20, блин, в начале апреля, ешкин кот. Обломали всю рыбалку. Мне кажется, я рыбалку завершил сегодня. Если вот сюда еще на озеро не схожу, завтра может быть. Сегодня окушков кинул туда на снег. Ничего им не будет до завтра. Завтра опять же надо будет все почистить, еще посолить. Ведро рыбы у меня уже есть. И сегодня еще пол-ведра где-то. Не знаю, сколько здесь будут торчать. Есть кое-какие думки. Если сильно вода в речке вот этой, которая рядом протекает, не прибудет, там в одном месте я нашел расстояние где-то метров 7-8, наверное, от берега до берега. Если вода не будет прибывать, то я, может быть, сооружу какое-то приспособление типа мостика. Но это очень опасно, потому что глубина там метра 2 и сильное течение. Не дай бог, я съеду с этого мостика, я утоплю и ураган, и сам утоплюсь, и вообще одному это очень опасно, потому что крутой спуск, крутой подъем, это как минимум должны быть двое. Так что я все это приготовлю. Если вода не... Если буквально прибудет хотя бы сантиметров 20, все, моя затея не выгорит. А так, если все получится нормально, может быть, получится выехать. Я могу выйти пешком. Пешком я до дому дойду. Полдня пройду и как бы доберусь до дому. Но вот это все годами нажитое имущество я же на себе не повезу. Я сюда-то привозил его не за раз и не за два. Тут все, чтобы еще и не все. Можно еще кое-что и нужно. Такой вариант не пойдет. Еще сейчас подождусь, когда нормально протопится печка. Перекушу что-нибудь. Что-то она еле дышит. Сейчас откроем, чтобы разгорелось. Дрова сырые, что ли? О, о, так вот надо было давно уже. А то еле чухнет, пухнет. Ладно, друзья, не будем тратить время, ваше и наше. В общем, так вот я расположился. И проведу в этой палатке день-два, ну до выходных точно. Серега, Санька на выходных хотели приехать сюда. Может быть, они помогут мне выбраться отсюда. Ладно, друзья. Сейчас перекушу что-нибудь и будем отрубаться. Отбой. И палатки Алтая жить можно. Вот только вот ветер меня смущает, сильный ветер, чтобы вот, главное трубу не вырвало, блин. Так-то вроде все плотничком. Но если ураганный силы ветер, может он ходуном ходит. Все. Вкусно.
А еще я боюсь медведей. Медведи проснулись. Он порвет эту палатку, как тузик-грелку. Малой кровью не сдамся, конечно. Мало ему не покажется, главное проснуться вовремя. У меня вон карамультук-то рядом. Ну, с какой стороны он меня грызть начнет, я хрен его знает. Не будем думать о плохом. Пусть лапу сосет. Все, выключаемся пока.